В режиме карантина в Российской Федерации находится 23 очага. Это в Костромской, Тюменской, Ростовской, Челябинской, Томской, Курганской, Омской областях и Республики Татарстан. Такая ситуация опасна для нашего района. Несколько вспышек заболеваний произошло непосредственно в близости от границ нашей республики, а именно в Буинском районе Республики Татарстан. Птичий грипп – острое вирусное заболевание, характеризуется поражением дыхательной и пищеварительной системы, высокой смертностью птиц. Источник возбудительной инфекции являются больные птицы, как домашние, так и перелетные. Заражение происходит при непосредственном контакте дикой и домашней птицы, воздушно-капельным путем, а также через инфицированные корма, яйца, перья и предметы ухода. Больная птица заторможена, плохо несется, жадно пьет воду, взъерошена. При дыхании издает харкающие и булькающие звуки. У них отмечается покраснение глаз, слизистая оболочка, диарея, нарушение походки, судороги. Цианод сережки и гребня. При заболеваемости птичьим гриппом летальность достигает 100%. На ликвидацию очагов и предупреждение распространения заболевания в приграничных районах привлекаются огромные силы и средства. Вся птица в неполученных пунктах изымается, умерщвляется и уничтожается путем сжигания. Проводятся санитарные мероприятия, в общем итоге принося большие экономические потери. Чтобы не допустить заражения и распространения инфекции, призываю жителей нашего района ни в коем случае не приобретать живую птицу и продукцию птицеводства в местах несанкционированной торговли. Не допускайте свободного выгула птицы, в том числе на открытых водоемах. Таким образом, свести нужно к минимуму контакт с дикой птицей. Обеспечить хорошие санитарные условия содержания птицы. Использовать качественные и безопасные корма, подвергнутые термической обработке. Хранить корма в плотно закрытых водонепроницаемых емкостях, чтобы не было доступа к ним синотропной и дикой птицы. Соблюдать правила личной безопасности и гигиены. При уходе за птицей использовать спецодежду и спецобувь. Обо всех случаях несанкционированной торговли продукцией птицеводства, а также внезапной гибели птицы, как домашние, так и дикие, незамедлительно сообщите любому ветеринарному специалисту, обслуживающему ваш населенный пункт, или же по телефону 2 19 87. Берегите себя и свою птицу. На сегодняшний день ветеринарная служба Канашского района представлена 20 структурными подразделениями, в которых трудится 45 человек. Наша служба в исполнении закона о ветеринарии выполняет задачи по обеспечению безопасности продукции животного происхождения и предотвращению возникновения заболеваний общих для человека и животных, повышению уровня экологической безопасности и улучшению состояния окружающей среды. Ежегодно ветеринарными специалистами района в полном объеме проводятся предусмотренные планами профилактические мероприятия. Выполняется более 3 миллионов ветеринарных обработок животных и птицы, связанные с вакцинациями, диагностическими исследованиями, лечебными обработками. Проведение данных мероприятий позволяет предупредить возникновение на территории района вспышек острых и социально значимых заболеваний. На протяжении 56 лет район был опущен по сибирской язве, 37 лет по туберкулезу. В течение ряда лет в районе поддерживается благополучие по лептоспирозу, бруцеллезу, чуме. Не регистрировалось и случаев заражения людей от животных зоонотропонозными заболеваниями. Ситуация по заболеваемости бешенства среди животных в Канашском районе в течение последних лет оставалась напряженной. Только лишь второй год у нас в районе не регистрируются животные, больные бешенством. Это стало возможно только благодаря слаженной работе всех служб района, включающих мероприятия по поголовному охвату всех восприимчивых животных, профилактическими прививками против бешенства, регулирование численности лисиц, раскладка на территории района вакцины для диких плотоядных животных. Ветеринарными специалистами в районе продолжается работа, направленная на повышение эффективности реализации мероприятий по профилактике и ликвидации лейкоза крупного рогатого скота. На животноводческой ферме района инфицированным вирусом лейкозом крупный рогатый скот у нас не регистрируется. В 2019 году среди исследований поголовья у нас регистрировалось инфицированное животное только в одном населенном пункте, это деревня Бугурданы. С начала же этого года, 2020 года, у нас животные такие не выявлялись. Одним из основных моментов профилактической работы является работа по недопущению заноса вируса африканской чумы свиней и высокого патогенного гриппа птиц на территории района. На постоянной основе проводится эпизоотический мониторинг биологического материала.
На африканскую чуму у нас исследовано с начала года 3 пробы от кабанов и 48 проб от домашних свиней. Результаты все были отрицательные. На грипп исследовано 871 проба. Результаты также отрицательные. Здравствуйте! Я ознакомлю вас с работой ветеринарных специалистов в системе ГИС «Меркурий» и с тем, что же эта система из себя представляет. Автоматизированная система «Меркурий» создана для электронной ветеринарной сертификации подконтрольных грузов, отслеживания пути их перемещения по территории Российской Федерации в целях работы единой информационной среды для ветеринарии, повышения биологической и пищевой безопасности продукции. Автоматизированная система «Меркурий» состоит из следующих подсистем. Подсистема «Склад временного хранения», подсистема «Государственная ветеринарная экспертиза», подсистема хозяйствующего субъекта, территориального управления и подсистема уведомлений. На данный момент система «Меркурий» реализована только в виде веб-приложения, то есть для работы с ним необходим доступ к сети интернет. Работа осуществляется с помощью обычного веб-обозревателя, то есть браузера, например, Mozilla Firefox, Google Chrome или любой другой. Таким образом, пользователю ничего не нужно устанавливать на своем рабочем месте для работы в автоматизированной системе «Меркурий». Для входа в нужную подсистему пользователь должен набрать в адресной строке браузера адрес и пройти процедуру аутентификации. Для этого он должен ввести свое имя пользователя и пароль, выданный ему при регистрации в системе. Регистрация в ГИС «Меркурий» осуществляется согласно приказу Минсельхоза Российской Федерации от 27 декабря 2016 года номер 589. Ветеринарные специалисты Канашского района с конца 2014 года активно изучают и работают в государственной информационной системе в области ветеринарии, оформляя ветеринарно-сопроводительные документы в системе «Меркурий». С каждым годом количество оформленных документов увеличивается, и если в 2014 году оформление не достигало и 20 тысяч, то на сегодняшний день по городу и району оформлено более полумиллиона ветеринарных сопроводительных документов на подконтрольную продукцию, такую как мясо и мясопродукты, живые животные, пищевые продукты, рыба, корма и другое. Гашение ветеринарных сопроводительных документов осуществляется уполномоченной фирмой-получателем специалистами, в том числе и ветеринарными, на осуществление данной функции в ГИС «Меркурий», а также обладающие соответствующими знаниями, навыками и умениями. Ветеринарно-сопроводительная документация, которая создается при любом перемещении товара и гасится по прибытии груза в пункт назначения. В целом, процедура оформления и гашения выполняется каждый раз, когда продукция меняет фактического собственника. Если рассматривать процедуру гашения, то система предлагает 3 варианта действий. Полная. Продукция поступила в полном объеме и ставится на учет. Частичная. Имеется расхождение по некоторым позициям, например, часть продукции еще не поступила. Для этого специалисту, производившему гашение, необходимо сделать в системе частичный возврат продукции. Отклонение. Поступивший товар полностью не соответствует по количеству или качеству, и специалист производит полный возврат ветеринарного сопроводительного документа через систему «Меркурий». На сегодняшний день в системе зарегистрировано поднадзорных объектов по городу Канаш и Канашскому району всего 4347 штук. Многие хозяйствующие субъекты города и района получили доступ к системе и производят самостоятельное гашение электронных ветеринарных сопроводительных документов. Тем же, кто еще не получил доступ и не начал производить гашение, мы настоятельно рекомендуем приступить к этому процессу во избежание получения вами штрафов. Гашение ветеринарных сопроводительных документов должно осуществляться в течение суток с момента получения вами груза. По всем интересующимся вопросам обращайтесь в БУ ЧР Канашская районная СББЖ Госветслужбы Чувашии лично или по телефону 2 19 87.